čečenská exilová vláda. Čečenská republika Ičkérie. Čečenci jsou stále pod obrovským tlakem. Co je Čečenská republika Ičkérie okupovaná? Присоединение Чеченской республики Ичкерия к Венской конвенции. CNN Prima News. Nad Ruskou federací zvítězila. Čečna je běžná evropská země a zaslouží si nezávislost. Независимость Чеченска. Приветствуем зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. В эфире Вестник Кабинета министров Чеченской республики Ичкерия. В субботу, 18 июля, в Праге состоялась международная экспертная научно-практическая конференция, посвященная вопросу присоединения Чеченской республики Ичкерия к Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. В ходе мероприятия участники обсудили международно-правовые аспекты присоединения к конвенции, перспективы установления дипломатических отношений между Чеченской республикой Ичкерия, Украиной и другими государствами, а также вопросы международного признания и сотрудничества. В конференции приняли участие представители правительства Чеченской республики Ичкерия, международные эксперты, юристы, общественные деятели и представители украинского экспертного сообщества. С докладом в онлайн-формате выступил премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. В своем выступлении он подробно остановился на вопросах, связанных с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, подчеркнув ее значение как основополагающего международно-правового документа, регулирующего дипломатические отношения между государствами. Ахмед Закаев также отметил, что только через установление полноценных дипломатических отношений, основанных на нормах международного права, возможно добиться международного признания Чеченской республики Ичкерия, укрепить сотрудничество с демократическими государствами и обеспечить эффективную защиту национальных интересов чеченского народа. В своем выступлении почетный консул Чеченской республики Ичкерии в Словакии Юрай Месик, опираясь на опыт мирного разделения Чехословакии, отметил, что международное право содержит правовые механизмы, позволяющие рассматривать вопросы участия государств в международных договорах, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Государственный министр Чеченской республики Ичкерия Абдулла Артаханов предложил направить проект итоговой резолюции на двухнедельное экспертно-правовое рассмотрение. Он подчеркнул, что документ должен быть тщательно проработан с учетом норм международного права, существующей международно-правовой базы и документов, касающихся российско-чеченских отношений, зарегистрированных в системе ООН. По его словам, такой подход позволит сформировать юридически выверенную позицию, которая может быть представлена международному сообществу и профильным структурам ООН. Уполномоченный по правам человека Чеченской республики Ичкерия Роза Дунаева в своем докладе подчеркнула значение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года как важнейшего инструмента международного права и дипломатического диалога. Она отметила необходимость всестороннего экспертного анализа вопроса применения положений Конвенции в отношении Чеченской республики Ичкерия, подчеркнув, что только на основе международного права, дипломатии и взаимного уважения возможно решать сложные политико-правовые вопросы и защищать права народов. Австрийский политик и аналитик Гюнтер Феллингер Ян, известный поддержкой Украины, выступает за право народов на свободу и самоопределение. Говоря о Косово и Боснии, он отмечает, что Европа уже сталкивалась с войнами, где вопрос защиты народов и международного права становился центральным. В контексте Чеченской республики Ичкерия Феллингер подчеркивает необходимость международного внимания к судьбе чеченского народа, связывая этот вопрос с принципами свободы, прав человека и международного права. Для сторонников Ичкерии пример Косово показывает, что подобные вопросы могут становиться предметом международного обсуждения. Феллингер проводит параллели с Украиной, заявляя о важности защиты, свободы и суверенитета. Ичкерия, Косово, Украина. Разные истории, но общий вопрос.
право народов на свое будущее. По итогам обсуждения была принята соответствующая резолюция, направленная на развитие международного диалога и укрепление правовых механизмов дипломатического взаимодействия. Уважаемый господин председатель, уважаемые участники Пражской международной экспертной научной и практической конференции, дамы и господа. Прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность организаторам конференции за возможность вынести на международную экспертную площадку вопрос, имеющий важное значение для развития международного правового диалога и дипломатической практики. Сегодня на наше рассмотрение представлен вопрос, который находится на пересечении международного публичного права, дипломатического права и института международной правосубъектности. Речь идет о возможном оформлении правовой позиции в отношении присоединения Чеченской Республики Ичкерия к Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года, одному из основополагающих международных договоров, определяющих универсальные принципы дипломатических отношений между государствами. Следует подчеркнуть, что предметом нашего обсуждения являются не политические оценки, а правовой анализ существующих международно-правовых механизмов, исторических обстоятельств и юридических фактов, которые могут иметь фундаментальное значение для формирования соответствующей экспертной позиции. Правовой основой такого анализа является, первое, это декларация о государственном суверенитете, провозглашенная Общенациональным конгрессом чеченского народа 25 ноября 1990 года и принятая 27 ноября 1990 года Верховным Советом ЧССР в качестве декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики. Этот документ провозгласил Чечено-Ингушскую республику суверенным государством, установил верховенство ее законов и стал важным этапом так называемом параде суверенитетов периода распада Советского Союза. И следующий – это договор о мире, о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия от 12 мая 1997 года, подписанное президентами двух стран – России Ельциным и Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. Вот указанные документы стали важными этапами последовательного развития чеченской государственности. Они основывались на общепризнанных принципах и нормах международного права, Устава Организации Объединенных Наций, нормах международного договорного права и сложившейся практики международных отношений. Эти документы и связанные с ним обстоятельства имеют принципиальное значение для рассматриваемого вопроса и образуют важную правовую основу его анализа. Особое значение имеет то обстоятельство, что дипломатические отношения являются не только инструментом межгосударственного взаимодействия, но и одним из важнейших механизмов обеспечения мирного политического диалога, развитие международного сотрудничества и уважение принципов международного права. Именно поэтому Венская конвенция 1961 года на протяжении десятилетий остается универсальной правовой основой функционирования дипломатической службы во всем мире, обеспечивая единые правила осуществления дипломатических функций и взаимного уважения между участниками международного общения. Сегодня наша задача заключается в том, чтобы в академической, профессиональной атмосфере всесторонне рассмотреть представленные правовые аргументы, оценить их с точки зрения современного международного права и определить, существуют ли достаточные юридические основания для принятия соответствующих экспертных выводов. Убежден, что открытый научный диалог, высокий уровень правовой экспертизы и приверженность принципам международного права позволяет нашей конференции сформировать взвешенную, аргументированную, юридически последовательную позицию по рассматриваемому вопросу. Представляется, что именно такой подход будет учтен при подготовке проекта резолюции Пражской международной экспертно-научной практической конференции, которая, как мы надеемся, станет предметом содержательного обсуждения и профессиональной оценки. Дорогие участники, друзья,
уважаемые коллеги, убежден, что именно экспертное сообщество, опираясь на принципы верховенства международного права, научной объективности и профессиональной ответственности, способно внести существенный вклад в выработку юридически обоснованных подходов к рассматриваемому вопросу. Еще раз искренне благодарю вас за то, что вы подняли столь важный, фундаментальный вопрос, и надеюсь, что итоговый документ нынешней конференции станет важной основой для дальнейшего рассмотрения вопроса о присоединении Чеченской Республики Ичкерия к Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Благодарю вас всех за внимание. Do Česka dnes přijela ojedinělá návštěva, čečenská exilová vláda. Její představitelé se chtějí pokusit navázat diplomatické vztahy napříč Evropou. Podle nich je ohledně situace v Čečensku stěžejní podpora Ukrajiny ve válce s Ruskem. To v dubnu označilo členy čečenské exilové vlády za teroristy. Čečensko je už 19 let pod vládou prezidenta Ramzana Kadyrova, který má dlouhodobě podporu Vladimíra Putina. Čečenská republika Ičkérie, neuznaný stát, který se pokouší už od rozpadu Sovětského svazu o nezávislost Čečenska. A v Praze teď představitelé exilové vlády této republiky dohodli, že se pokusí o obnovení diplomatických vztahů. Nejdříve s Ukrajinou, poté chtějí oslovit i další státy. Čečenci jsou stále pod obrovským tlakem, ať už jde o národnostní menšiny, rodiny, ale i co se týče náboženství. Ten národ je prostě nesvobodný. Je celá řada evropských politiků, kteří se s námi baví, ale jsou to jen jednotliví politici. Není to na úrovni států. Je to už 26 let, co je Čečenská republika Ičkárie okupovaná. Ukrajina je z velké části také okupovaná, takže je to velký den, že obnovujeme diplomatické vztahy s Ukrajinou. Můžeme si sdílet informace. Čečensko je podle exilové vlády stále pod vlivem Moskvy. Důležité podle nich je, aby Ukrajina nad Ruskou federací zvítězila. Čečna je běžná evropská země a zaslouží si nezávislost, stejně jako Chorvatsko, Slovinsko, Černá Hora, Makedonie v posledních 30 letech a aktuálně samozřejmě také Ukrajina. Ičkérie má v Evropě i své honorární konzuly, jednoho i na Slovensku. Ten věří, že Ruská federace se brzy, stejně jako Sovětský svaz, rozpadne a vzniknou tak nové státy. Nezávislosť Čečenska vyvolá domino efekt a povedie k nezávislosti mnohých iných nových štátov na území dnešného Ruska. A spôsob, ako to Čečenci dosiahnu, bude mať veľmi zásadný vplyv na vývoj v celom tom postruskom priestore. Politický geograf Michal Romancov si myslí, že šance, aby exilová vláda Ičkérie v Čečensku uspěla, je velmi malá a režim Vladimira Putina podle něj v nejbližší době nepadne. Bohužel v celém tomhletom prostoru, ale teď spíš narážíme na státy a režimy, které jsou vůči, řekněme, hodnotám, na kterých evropské státy, respektive Evropská unie stojí, tak jsou vůči nim spíše nepřátelské než cokoliv jiného. Takže ano, je v našem zájmu, aby Ukrajina, Čečensko nebo kdokoliv další, aby ti lidé tam byli svobodní, aby si mohli zvolit svou budoucnost. Otázkou samozřejmě je, nakolik tamnější společnosti jsou na to připraveny. V dubnu letošního roku ruské soudy rozhodly o tom, že exilová vláda Čečenské republiky Ičkérie je teroristickou organizací, a to hlavně kvůli tomu, že její příznivci bojují po boku Ukrajinců. Andrá Tajsigová, CNN Prima News.